эфире телеканала «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Ледоход на Лени достиг Якутска. Уровни воды не превышают критических отметок. Глава Якутии призвал к тотальной вакцинации населения от коронавируса. Процесс получения прививки должен быть максимально доступным и удобным для жителей. В Нерюнгри возникла проблема с вывозом мусора. Как ее планируют решить? Якутия-24 глазами детей. Наш телеканал запускает конкурс детских рисунков. На Мирнинский район обрушился снегопад. Сколько дней продержится ненастная погода? По данным на 16 часов, уровень воды на реке Лени у Якутска повысился до 339 сантиметров. С 12 часов дня зафиксировано повышение уровня на 19 сантиметров. Ледоход в данное время проходит на территории Алекнинского, Хангаласского, Мегино-Кангаласского районов и города Якутска. Сегодня лед вскрылся на участке Покровск-Табага. Уровни воды в пределах нормы. Ниже по течению у Якутска и села Намцы отмечаются подвижки льда. В зону затопления могут попасть Кангаласы, Капитоновка, Тулагина, Жатай, микрорайон Даркылах и село Пригородное. Жителей, проживающих на территории, подпадающей в зону подтопления, просят подготовить необходимые документы для регистрации в пунктах временного размещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В Якутске объявлен режим повышенной готовности. Готовы ли службы, отвечающие за безопасный пропуск паводковых вод, узнавал Дмитрий Тымыров. Сегодня утром ледоход достиг границ города Якутска. Так, река Лена вскрылась под поселком Табага, а под столицей региона начались подвижки льда, что на сутки раньше нормы. Сегодня можно сказать, что констатирует факт, что утром 17 мая она вскрылась в районе города Якутска. Ожидаем рост уровней в ближайшие дни. В этом году, значит, ледоход в какой-то степени необычный, так как все предпосылки были к сложному, да. Слава богу, в этом году ледоход на территории республики идет нормально, можно сказать. Но несмотря на это, оперативные группы региональной службы спасения работают в усиленном режиме. Они не только отслеживают уровни воды, но и ведут профилактические беседы с населением. Дежурство идет круглосуточно, 24 часа в сутки. Работаем 4 человека и с нами служба ГИМС. Замер воды производится каждые 2 часа. Данные передаются оперативному дежурному. И в случае затора или поднятия воды непосредственно помогаем населению. Оперативные службы в эти дни просят жителей поселка Жатай, Кангаласы, Мегино-Кангаласского, Улуса и Намского районов подготовиться к пропуску паводковых вод. В ближайшие дни возможно повышение уровней воды на реке Лени и, как следствие, заторные явления. В ближайшие сутки Кангаласа будут подвижки. На территории города Якутска будет ледоход различной интенсивности. Также данный ледоход будет наблюдаться на территории Намского Улуса. В целом на сегодня ледоход на территории республики проходит в соответствии с прогнозами. Оперативные службы просят горожан не ходить на реку. Сегодня наблюдать за природным явлением можно, не выходя из дома. Прямая трансляция ледохода ведется на нашем канале, а также на сайте Госком.АБЖ и на сайте lbvu.ru. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. Вакцинация является самым эффективным методом против распространения коронавируса. Об этом сообщил глава Якутии Сэн Николаев на заседании республиканского оперштаба. Он обозначил главную задачу на ближайший период – это проведение массовой вакцинации среди якутян. Она позволит переломить эпидситуацию и создать положительную динамику. В выходные дни в Мегино-Кангаласском Улусе проведена тотальная проверка предприятий, выписаны административные штрафы за нарушение ограничительных мер. Чтобы исполнить плановые показатели по иммунизации, необходимо прививать в сутки 9 тысяч человек по всей республике. В оперативном порядке будут наращиваться ресурсы прививочных пунктов и мобильных бригад. Сэн Николаев поручил уточнить график поступления дополнительных партий вакцин, вести учет вакцинированных граждан и обеспечить выполнение плановых показателей. Задача стоит в ближайшее время.
Полный курс вакцины против COVID-19 получили свыше 100 тысяч якутян. Всего в республику уже поступило свыше 130 тысяч доз вакцины. Прививку от инфекции можно получить не только по месту регистрации. Активно работают и мобильные бригады. Ульяна Шагина подробнее о том, как организована их работа. Для мобильных бригад при поликлиниках горячая пора. Заявок поступает много, нужно в течение дня успеть все обработать. Рабочий день выездной бригады столичной поликлиники номер 1 начинается с раннего утра. Принимаются заявки от трудовых коллективов для выезда на предприятие, но и в приоритете остаются маломобильные граждане. Это инвалиды, ветераны тыла, которые не могут по состоянию здоровья подойти в поликлинику и получить вакцину. И на сегодняшний день сколько таких было заявок? В день от 5 до 19. В поликлинике Республиканской клинической больницы номер 3 за это время привили 40% пожилого населения и порядка 300 прикрепленных к медучреждению маломобильных граждан. Для выездов используют только определенную вакцину, подходящую для транспортировки. Для транспортировки Эпивак Корона только подходит, да? То есть его можно хранить в холодильнике, с складоэлементами в сумке, да? А спутник Ви строго в условиях морозильника. Сегодня в регионе работает 119 мобильных бригад, в которых задействовано свыше 800 медиков. И все они сегодня активно ездят по заявкам, поступившим в колл-центры. Нужно позвонить в колл-центры медицинских организаций, где вы прикреплены. Вас запишут на ближайшую дату и время, в которую они могут подойти. График работы поликлиник продлен до 8 часов вечера, в связи с чем в день прививают порядка 200 человек. Причем получить вакцину сегодня можно в любой поликлинике, независимо от места прикрепления. Многие сегодня понимают, что только вакцинация сможет формировать коллективный иммунитет. Вот если логически подумать, да, чем быстрее мы все привьемся, тем быстрее эта зараза отстанет. Поэтому, я считаю, долго тоже думали, решили, что нужно принять эту вакцину. Тем более она сейчас уже прошла достаточно много времени и показала себя положительно. Ее используют во многих странах уже. Я думаю, это безопасно и нужно. Все. Чтобы еще больше увеличить охват населения вакцинации, в Якутске и соседнем Мегино-Кангаласском районе пункты вакцинации планируется организовать не только в поликлиниках, но и в офисах МФЦ «Мои документы», банках, автовокзале, аэропорту, ЖД-вокзале, в крупных торговых центрах и административных зданиях. Ульяна Шагина, Татьяна Филиппова, Семен Афанасьев. Специально для телеканала «Якутия-24». За сутки в республике выявили 105 новых случаев коронавирусной инфекции. В Якутске 64 заболевших, в Мегино-Кангаласском районе 14, в Кобяйском 6, в Усть-Алданском 5, в Чурапчинском 4. В Вилюйском, Намском и Хангаласском районах по 3 случая, а в Алаиховском, Нерюнгринском и Оленёкском районах по 1. 870 рейдов по соблюдению санитарно-гигиенических правил проведено в республике за неделю. Контрольные мероприятия проведены в Мирнинском и Алекминском районах и в городе Якутске. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Якутии Михаил Никифоров. Всего составлено 7 актов комиссионного осмотра, выдано 2 предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, 15 протоколов об административном правонарушении, направлено в суд 1 дело. Проведены профилактические беседы. К другим темам. Отопительный сезон в Якутске завершится 20 мая. Соответствующий приказ подписал мэр города Евгений Григорьев. 20 число станет завершающим днем отопительного сезона в жилых домах, детских садах и административных зданиях. 1 июня для школ, поликлиник, стационаров и обсерваторов. Если в течение 5 дней до утвержденной даты среднесуточная температура воздуха будет превышать 8 градусов тепла, отопление могут отключить раньше. В Нерюнгри, когда не вывозится мусор, жители начинают жаловаться на свои управляющие компании. Те, в свою очередь, утверждают, что с начала мусорной реформы от них мало что зависит. Вывоз мусора сейчас полностью на ответственности предприятия-переработчик. В прошлую пятницу региональный оператор разослал всем управляющим компаниям письма, в которых уведомил их о скором начале ежедневного вывоза мусора в 2 смены. Подробности в сюжете далее.
Двухсменный график работы по замыслу регионального оператора должен задействовать одни и те же мусоровозы, что позволит в первой половине дня вывести мусор из одного, а во вторую смену из другого квартала. Сейчас у МУП-переработчиков, по словам директора, имеются 20 автомашин. В данное время 2 из них в простои, так как 2 водителя находятся в отпуске. Мы запросили у управляющей компании возможность, смогут ли они предоставлять нам грузчиков для наших мусоровозов, чтобы производить отгрузку не только в дневное, но и в вечернее время. То есть мы планируем, что вывоз будет осуществляться до 22:00. Опять же, чтобы не нарушать закон о тишине. Председатели управляющих компаний озадачены очередностью отгрузки мусора, особенно если в одном квартале города работают несколько управляющих компаний. Они хотят видеть четкий график подачи машин, чтобы регулировать работу своих дворников, и ждут объяснений, сможет ли переработчик такой график создать и соблюдать. На сегодняшний день нами готовится запрос в переработчик о схеме работы. Как они видят эту работу в квартале, где расположены дома нескольких управляющих компаний. Либо это будет расписано по времени каждый дом, либо это на каждую управляющую компанию будет своя машина. В общем, если будет указано точно, хотя бы приблизительно, плюс-минус полчаса, мы готовы отгружать каждый день. Управляющие компании также ставят вопрос о предоставлении грузчиков со стороны регионального оператора. Те, в свою очередь, утверждают, что могут их предоставлять только в случае забора мусора с контейнерных площадок. Отгрузку отходов из мусорной камеры мусоропроводов они производить не должны, поскольку содержание таких объектов лежит на управляющих компаниях. А просто так установить контейнеры компании препятствует Роспотребнадзор. Но для того, чтобы поставить контейнер, нужно соблюсти санитарные нормы и правила. То есть там не менее 25 метров должно быть до детских площадок игровых, до жилых домов, до школ, до садов и так далее. У нас в городе плотная застройка, и мы не везде можем эти нормы выдержать. Пока ежедневный график вывоза мусора из домов Нерингри только прорабатывается. Хочется верить, что с его обязательным исполнением всеми участвующими сторонами столица Южной Якутии, некогда считавшаяся одним из самых чистых городов республики, обретет свой этот прежний статус. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. А в Алдане с начала марта был объявлен трехмесячник по санитарной очистке. Однако взяться за грабли, мешки и перчатки удалось только ближе ко второй половине мая. Капризная северная погода никак не хотела пускать весну в южный якутский регион. О первых субботниках Руслан Павлов. Предвидя, что весна в этом году будет поздней, городские власти увеличили период санитарных мероприятий по уборке территорий до 3 месяцев. Так оно и случилось. С марта до майских праздников снег не давал забывать о себе. Первые массовые субботники прошли в прошедшие выходные. Работает техника, работают люди. Конечно, тайка идет тяжело, но на сегодняшний день на 60% МБО вывезена. Сегодня усилена работа по вывозки ТКО в городе Алдане. Ежедневно от 7 до 11 человек выходит на сбор мусора по обочинам дорог. Пример сплочения и любви к своему городу подала администрация поселения. Поставленная задача раскидать кучи снега, чтобы быстрее растаял на территории мемориала Победы, была выполнена. Денек выдался солнечным и теплым, что способствовало рабочему настроению. Исполнительную власть поддержали и депутаты городского совета. Правда, не так массово, поэтому некоторые слуги народа привели на субботник своих детей, прививая им общественное сознание. Мы депутатским корпусом разделились просто. Кто-то здесь забрали Жадейкина, кто-то Октябрьско-Дзержинского, кто-то на обелиске с главой города вместе. Шевелят оставшийся снег, то есть раскидывают и попутно мусор убирают. Вот. Ну, а общественность, наверное, я так думаю, в это время сидит и как раз-таки занимается постами в Инстаграм, как у нас все плохо, грязно, виноваты власти и так далее. Прибраться в городе помогли студенты. На своих территориях уборку провели некоторые учреждения. Впрочем, субботник не стал таким массовым, как планировалось. Коллективы начали выходить, спортсмены, общественники, но пока все ссылаются на погодные условия. Вторая половина мая покажет активность и результаты трехмесячника по санитарной очистке. Если они будут неудовлетворительными, то, как заявляли ранее представители Роспотребнадзора, мероприятие будет рекомендовано продлить. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Алдан.
Перейти на экологически чистую продукцию местного производства мечтают все ленчане. Но, к сожалению, пока обеспечить ею получается далеко не всех. В районе только одно предприятие, которое занимается производством местной продукции, но оно с требуемым объемом не справляется. Как решается этот вопрос, узнала наш корреспондент Светлана Балеева. Районная администрация и личный глава уж на протяжении нескольких лет оказывают финансовую поддержку всем желающим заниматься развитием сельского хозяйства, будь то простые жители, крестьянские хозяйства или предприниматели. Одной из тех, кто получил помощь, притом лично от главы района, на приобретение инкубаторов для разведения птицы стала Владслава Левандовская, предприниматель Ленска. Торговля просела, поэтому нужно было возвратиться опять к сельскому хозяйству. И я решила, что куры мне само то это, тем более имея такую производственную базу. На выделенные средства женщина приобрела фермерские инкубаторы, заказала элитные яйца, произведенные в Чехии, Венгрии, Канаде и Франции. Планирует вводить птицу не сотнями, а тысячами. Разведение птицы началось успешно. Первая партия, это цыплята-бройлеров, уже реализована. Сегодня на подходе индюшки. А в этом году я планирую 1500, а то и 2000 это вывести. Вот сейчас подойдут инкубаторы, значит, я буду это высиживать и именно ездить по селам, предлагать. И хочу водоплавающую птицу попробовать выводить, это уток, мулардов и гусей. Планов у женщины много, и она уверена, что при такой серьезной поддержке в лице главы района они обязательно воплотятся в жизнь. На самом деле база очень хорошая, перспектива базы есть. Ну и уважаемая госпожа Левандовская, если желание такое есть, она человек, несмотря на возраст, очень активный, такой пробивной, я думаю, что должно получиться все. Наша поддержка будет обязательно. Сегодня Владслава Брониславовна принимает заявки от ленчан на приобретение птицы и уверяет, что цены будут ниже, чем везде. По словам предпринимателя, мы не добьемся желаемого результата, если будем поднимать цены. Ведь только снизив ее, можно вызвать у людей желание приобрести птицу и попробовать себя в роли новоиспеченного фермера. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Наш телеканал объявляет конкурс детского рисунка накануне Дня защиты детей. Принять участие в нем могут дети до 15 лет. Рисунок может быть выполнен на любую тематику, связанную с телевизионным каналом «Якутия-24». Это могут быть любимые ведущие новостей, стоп-кадры из интересных сюжетов и передач. Размер рисунка должен быть не менее альбомного листа. Техника исполнения может послужить гуашь, тушь, карандаши, пастели и даже цифровой рисунок. После завершения работу нужно отсканировать и прислать на электронную почту редакции с пометкой «Конкурс рисунков» до 18 часов 30 мая. Каждая работа должна сопровождаться информацией об авторе, имя, фамилия, возраст, образовательное учреждение, город или населенный пункт. Итоги будут подведены по 3 возрастным группам 1 июня. В этот же день победителей наградят ценными подарками в эфире программы «Утро Якутии». Ночные заморозки и сильный ветер прогнозируют в Якутске завтра. Температура воздуха опустится до -2 градусов. Ветер ночью северо-западный 3,8 метров в секунду. Порывы до 14 метров в секунду. Сегодня днем в городе было зафиксировано +2 градуса. А в Мирнинском районе выпал обильный снегопад. Накануне он прошел в городе Удачный и поселке Айхал. Сегодня он выпал в Мирном, температура воздуха там от 3 до 7 градусов ниже нуля. По прогнозам синоптиков, подобная погода в Мирном будет наблюдаться примерно до 20 мая. Со слов жителей алмазной столицы, снегопад в мае – явление ежегодное. Обильные осадки и резкий скачок температуры наблюдается при прохождении ледохода на реке Вилюй и Лене. В связи с ухудшением погодных условий автомобилистов призывают быть предельно осторожными на дороге. Как вы ожидали такой снегопад? Нет, не ожидали. Совершенно не ожидали. Я вообще первый раз узнал, что из-за реки может погода так меняться. Уже было такое тепло, 22 градуса уже было позавчера. Думали, что все уже, обошел нас холод, а оказывается нет. Ой, погода, конечно, холодная, но типичная, потому что даже в июле месяце снег может выпасть. Такое у нас было, я только не скажу, сколько времени тому назад, но было. Мы шли совершенно раздеты по-летнему, и вдруг пошел снег, и он постоял сутки. На этом все. Не забывайте носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Немаловажную роль играет вакцинация. Сотрудники нашей редакции уже получили прививки. Не оставайтесь и вы в стороне. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.